Беларусы і беларускія сексі. Да. Хто ці што на вас паўплывала? Ну, самогонка, наверное. Здание библиотеки – это Эйфелева башня Минска. Патусіць любіце? И он написал Сноудогу. Энди Уорхол гений ці просто класны піарщик? Я ему произнес ее. Он мне посмотрел, что ее. З аўтарскім автографам зараз будзе баршец. Да, не бойся, тебе нравишься. Я і шеф-кухар. Я ў Лімасоне сёння просто неверагодны сонечны цёплы дзень у лістападзе, і зараз я выклікаў таксоўку, дакладней болт, і еду да спадара Уладзіміра Цэслера. Прывітанне. Бачыце, як прывітанне сказала вам. Будзем здымаць Цэслера. Тук-тук. Так, ну что, не поспел я прийти у гости, как меня тут же запрягли рвать, сдымать гранаты. Я полез. Ух, смакота. То есть прямо с этими белыми штуками можно есть? Можно без них. Вот это я обронил. Поглядим. Смакота. Уладзімір Цэслер, культавы беларускі мастак, скульптар і дызайнер, ураджэнец Слуцка. Ягоныя працы экспаніраваліся ў шматлікіх еўрапейскіх гарадах, а кулінарны талент не саступае мастацкаму. Уладзімір з'яўляецца цэнтрам прыцягнення беларускай багемы і інтэлектуалаў. Аб святкаванні дня народзін майстра складаюцца легенды, а госці прыязджаюць да яго з усяго свету. Ён працягвае штодзённа рэагаваць творчасцю на беларускія падзеі, захапляецца сучасным беларускім мастацтвам і абліваецца халоднай вадой штодня. Жыве на Кіпры 4 гады. Задаю гэта пытанне ўсім. Беларусы і беларускія сексі? Ну, а как еще? Ну, не было бы секса, не было бы белорусов. Есть совершенно разные люди, и совершенно... Поэтому и хорошо, что они очень разные, и их иногда вообще невозможно связать ничем. То есть вот именно интересно разные люди, а не выбирать себе по какому-то подобию. То есть вот именно чем более разные люди, тем более интересно. Раз в дни так сопротивления я увидел, что характер совершенно стал другой, и он ниоткуда не взялся, он выращен уже. Уже молодежь такая, уже она никогда не будет другой. Вот поэтому они что-то взяли, и взяли хорошее. Они образованы, вот, что очень приятно. Они дружелюбны, поддерживают друг друга. Значит, вот это очень приятно было увидеть, что сформировалась какая-то нация молодая, такая образованная нация. Ёсць каких-то пару словечкаў з беларускай мовы, якія вам падабаюцца? К сожалению, я не говорю, потому что то, чтобы свободно говорить на белорусском, надо на нем думать. А тут уже не этот переделываться сложно. Но если надо будет. То бок, калі б мы завтра с вами ехали ў Беларусь, то але умовай вяртання, ну, свабодную, вольную Беларусь, але умовай было бы, што трэба размаўляць па-беларуску, вы бы... На свободном поговорили. Чаму Кіпр? І чаму менавіта Лімасол? Як так вот склаўся лёс? Ну, я думаю, что случайно там особо был момент, выбора не было. И значит, я был в Киеве, с Киева надо было куда-то тоже ехать. Ну, приехали сюда. Да. Зараз мы з вами ў Лімасоле, на Кіпре. Тут адчуваеце сябе комфортно? Ну, в общем-то, да, конечно. Докладно никто не переследует? Ну, во-первых, комфортно и свободно я почувствовал, только приехал в Киев. Значит, удивительно было, что такая мера свободы вообще вокруг. И чувствовал себя свободно, как люди себя чувствуют, как они себя ведут. Я что-то так подумал, что
настолько все хорошо, что это Слишком хорошо. долго не может продолжаться. То есть вот, ну и вот, соответственно, вот, пожалуйста. Тяжко быть Владимиром Цеслером? Я никогда не думал. Няма гэтага цяжара селебрити, быть селебрити? Нет, оно же так не происходит. Там где-то кто-то видит там на другом конце интернета, сколько их, ты же не понимаешь. То есть, ну, кто-то пишет что-то иногда. Ну, это другая, если это популярность, не актерская, которая ты непосредственно контактируешь с зрителем в глаза. То есть, ну, иногда на Кипре вдруг встречаешь кого-то, который говорит: здравствуйте, то есть, да? Здороваешься, мы просто вас знаем, не удивляйтесь. Колькі каштуе Цеслер на заказ? Не знаю. Ну вот ёсць нейкія людзі, якія вырашылі замовіць вам фірменны стыль, лагатып. Якія параметры прыблізна? Некоторые сразу оговаривают, вот дают тебе минимум и все. Но если они там хорошие ребята, ну, хоть соглашаться. То есть, там за маленькие. Некоторые, понимая, там дают там нормально. Карацей, вы гнутка падыходзіце, то есть няма какого-то Не, скорее всего, конкретного прайса. Сами. Яны прыходзяць да вас і кажуць: у нас ёсць столькі грошай, Да. зрабіце нам лагатып. І Цеслер робіць лагатып. Я, допустим, сделал один, назвал цену, а они говорят: мало, мы вот, больше дадим. И бывают такие, серьезно, да. Да. Но не будем называть лічбы. Нет. Якая з вашых прац на заказ прынесла, не знаю, самы вялікі вам ганарар? Я сейчас не могу вспомнить, но несмотря на то, что ну, работ на заказ сделано не так много, то есть вообще. Так, я один человек видел, там, ну, есть каталог, он посмотрел, ну, и говорит, что вау, наверное, вы очень богаты. Я говорю: почему? Говорит: это все заказанные работы. Я говорю: нет, это скорее не принятые. Да, и он так страшно удивился. То есть вот вообще бывает, достаточно редко бывает, что работа принята. Ну, как правило, ее потом надо как-то кастратить, там что-то делать с ней, чтобы ее приняли. Подзяліцесь вот гэтым досведам працы над праектам з Йомабілем. Сначала нужно было придумать нейминг. То есть вот, ну, и там, Сама назва Йомабіль — это таксама ваша назва. да, конечно. Вау. Да, и мы, собственно, он мне задал такой вопрос, значит, этот заказчик, он представитель был Прохорова, и говорит: мы сейчас поедем пока вот там ресторан, по-моему, спортинг. Нас было 3, и пока мы ехали, он говорил о, ну, собственно, о целевой аудитории, на кого она будет рассчитана. Ну и пока мы доехали, значит, до спортинга, я ему произнес ее. То есть он меня посмотрел: что ее? Я говорю: называется будет ее. Он меня посмотрел как на идиота, значит. Ну и там, давай что-то еще. Ну, я уперся. Вот. Потом прошло какое-то время, он приехал еще раз, я обратно уперся, значит, на ее. И вдруг он начал там искать, там такая полемика велась вокруг буквы «Ё», что ее то ли хотят запретить, есть целая книга, посвященная этой букве. Мы даже встречались с писателем, который написал об этом книгу. Вот. И потом был объявлен конкурс, там порядка 20, наверное, тысяч было названий в нем. Добра вам заплатілі за тую працу? Ну, Не пашкадавалі грошай? Нормально. Нормально. Да. Можете агучыць, какие порядки? Я не помню. Окей. Ну, гэта той проект, якім вы ганарыцеся, ці, ну, окей, проект и проект. Да нет, он нормальный такой. Жалко, что не случилась, собственно, реализация. Ну, в общем-то, Россия, там что там ждать? А калі вы думали про выбор профессии, бо я бачу в интернете такую классную фотку, там, где вы такой на кшталт, не знаю, там, Джима Моррисона, там, ці когось такого, там, патлаты, с бородой, с гитарой, то есть, ну... Йена Андерсона, скажем. Да, Да. нават лепш, так.
Што гэта было такое і ну былі у вас хістанні куды пайсці, чым займацца, ці гэта просто было хобби і Это не хобби, это ну, все были такие. То есть, ну, общество, где я был и с кем общался, они все были такие, все формировали себя музыкой. То есть, а музыка, слава богу, в моей молодости и юности была. будь здоров. Да, будь здоров. И А зараз вот сучасная музыка вас так не торкает, как тая музыка? нет. Это бывает, но там это не зависит от там, направлений, скажем. У кого-то, может быть, случится так, что случится такой шедевр, и, может быть, больше и не будет, достаточно одного. Ну, это даже если для музыканта сделать один шедевр, это уже удача крепкая. Так что, я думаю, во все времена так было. А вот скажите, хто-небудзь з тых музыкантаў беларускіх, замежных вам падабаецца сучасных? Приезжал и Петр Клюев, как раз и была Руссия, и была группа Нави Бэнд. То есть, да, это был очень хороший концерт. И... Все выканаўцы вам спадабались? Да, был очень хороший концерт. Ага. Владимир, калі вы выбіралі свой ну, прафесійна творчы шлях, хто ці што на вас паўплывала? Сейчас я уже не помню, потому что, я думаю, рисовал, начал калякать в то время, когда, наверное, и разговаривать научился одновременно. Поэтому что тогда повлияло? Ну, на детей, видимо, влияет какие-то красивые иллюстрации, потому что где может там ребенок? Или попав, допустим, потом уже в 7-летнем возрасте за студию, то есть я увидел жанры какие-то другие. Былі нейкія творцы, дызайнеры ці там мастакі, працы якіх вы глядзелі, і гэта вас натхняла, там узрушывала, і вы стваралі нейкі чарговы свой мастерпіс? Ну, это происходит постоянно, потому что очень много авторов, и их просто перечислять нет смысла, потому что я вот сейчас вот кого-то назову, кого-то не назову, да, это будет неправильно. Много, конечно, но это не только формирует человека, не только, скажем, изобразительное искусство, это может быть все вместе, как вот в японских школах, в отличие от, скажем, от нас, я вот с японцем с ним общался, и то образование, которое наше и в Японии, оно очень сильно разнится, и наше образование, скажем, художественное, оно слишком достается жестоким образом. То есть вот дело в том, что в Японии стараются принимать художественные школы всех желающих. Ну, благо их никогда не бывает много людей, которые хотят посвятить себя. Их, правда, немного. А у нас делают искусственно конкурсы для того, чтобы их как-то отторгнуть. Вот. Я правильно разумею вашу думку, что, в принципе, мастацтва, ну, изобразительное искусство, гэта тое, што мусіць быць, в принципе, у кожнага человека у той ці іншай ступені? Да, конечно, ну, кто-то приходит к этому, кто-то позже, или как создатель, или как зритель. Это, в общем-то, одна и та же цепь. То есть они без друга не существуют. И дело в том, что тут я хотел сказать, что у них нет разделения. Да? Когда наш поступает в институт, спрашивают, а вы хотите стать каким художником? Керамики? Ну и такой, я не знаю, ха-ха-ха. Да? А в Японии нет разделения между арт-школой. Там они изучают все. Танец, живопись, скульптуру, игру на флейте, стихосложение. Они варятся все в создании искусства любого. И потом где-то в конце уже выкрестовываются какие-то направления, по которым он может следовать.
Вот, дело в том, что все то, что он изучает в искусстве, ему не лишнее. Это никакому человеку. Поэтому сказать тоже, что меня сформировало только тяга, то есть, к, скажем, рисовать нет. То есть мне нравилось. Я и танцами занимался там, и что-то такое, в музыкальную школу ходил. Тут так сложилось, случайно, я потом подумал. А вот. То бок, калі мы з вами будзем размаўляць пра нейкую Беларусь нашай мары, то вам бы хацелось, каб вот гэта, ну, мы взяли гэты ўзор, гэты прыклад японскі і паспрабавалі таксама нешта падобнае зладзіць. Не знаю. Дело в том, что а вдруг это нам не подойдет. То есть, да? Вот японцы, они другие люди, вот они вот так воспринимают. Ну, допустим, у нас может быть какой-нибудь человек, который тянет скульптуры, может заортачиться. Чего я должен танец изучать, допустим, да? Як даўно вы працуеце вот у жанры такой как бы палітычнага плаката, палітычнай саціры? Ну, плакат бывает разный. То есть он бывает политический, бывает там, ну, что мы говорим, социальный. Он бывает рекламный, он бывает событийный, музыкальный. То есть все то, что это отражение того, что, собственно, происходит. Есть какая-то доля, конечно, и политического. Но это, я думаю, что это не совсем плакат. Плакат, он немножко звучит по-другому. Это какие-то, если Инстаграм, это какие-то мемы. Ну, в институте это, может быть, называлось клаузура. Это очень быстрая, как в шахматах, блиц-турнир, быстрый. То есть вот, да, надо быстро что-то сделать. Там уже не думаешь там о качестве, а думаешь только о скорости. То есть плакат немножко другой подход. Вот, поэтому это чуть-чуть разный жанр. В советское время были такие, скажем, театральных, может быть, да. А уже с перестройкой, может быть, да, уже политическая тема уже начала появляться. Угу. С перестройкой. Можа, нейкі твор, нейкі плакат быў нейкі самы резонансны? Ну, я не знаю, как он реагирует. Ну, я помню, вот ну, у нас был такой бреющийся Маркс, допустим, нержавеющий Сталин, ну, такие. Датычна вот сучасных мастакоў беларускіх, дызайнераў, каго-нибудь можете неяк адзначыць, што вот, ну, вот яго ці яе работы, ну, классные, прям гляжу и натхняюсь. И... Ну, вот есть такой, мне нравится такой художник, дизайнер Юрий Тареев, то есть он в Минске. Ну, очень интересно работает, безусловно. Ну, мне очень нравится Александр Вахромеев, его работы, значит, да. Я всегда отмечал всегда Диму Суриновича. То есть, ну, да, хватает в Беларуси, то есть, народа. Адзін з вашых прац, яна, ну, гэта парафраз на працу Энді Уорхола. Як вы лічыце, Энді Уорхол гэта геній ці просто классный пиарщик? Ну, я даже и не думаю, что я его куда-то соотнесу. Я думаю, что это дело искусствоведов. То есть он на своем месте. Да. То есть он как бы значная частка абсолютно, да. Это становления сучасного мастацтва, да? А любой художник это состоит из таланта и пиара. Без пиара даже самый крутой художник не состоится. Гэты супчик вы учора, да, гатавалі? Да, не бойся, я нравишься. Я не боюсь. Борщ гэта супер. У вас нейкі свой аўтарскі рэцэпт борщу? Да, свой. Давайте поделитесь, что у ім асаблівага. Вот. В нем нет картошки и капусты. Так что это вот рецепт мне это больше всего нравится. Нечто мало вы налили. Нет. Ты это не съешь. Хопіць нам двоим? Да, кто еще будет? Что-нибудь есть, что вам подобается с белорусской кухни? Драники, да, наверное. Классичные? Ну да, я хорошо готовлю драники. То есть... Без муки? Конечно, да.
А што апроч бульбы дадаеце? Цыбулю? Да. Што яшчэ? Ну, еще можно еще там какую-то зелень добавлять разную. Мгм. Да. А ее перетирать как-то в блендере? Да, лучше Типа так. что укроп, Да. там петрушка, Ну кинза. да, ну, лучше укроп добавлять сметану. Мгм. Да, петрушку, наверное, да, пожалуй, можно. Ну, яйцо, может, это все, Мгм. то есть как бы. А з беларускіх напояў традыцыйных, алкагольных ці безалкагольных, што-нибудь вам падабаецца? Піць ці можа гатаваць? Ну, самогонка, наверное. Ну, у меня долгое время грипп был этот... Чайный. Чайный, да. Это зараз ведаеце, як модна называецца? Да, там, да, знаю. Камбучча. Так. Сальца. Чорны хлеб. Я і шеф-кухар. А дизайнер уже так, ну, Да. другим Да. этапом, так сказать, да? Запытываю, где сало берете? Отказ. В холодильнике. Это как в анекдоте про Рабиновича, помните? Где ты берешь деньги? Следователь. Ну, так что с авторским автографом зараз будет борщец. Ну-ка. Ну что, любишь кататься, люби, как говорится, и саночки возить. Буду мыть посуд у доме Владимира Цеслера. Вот это, конечно, ваша мадам с цицками и с вуснами. Это одна из моих любимых ваших прац. Есть такой художник, он сейчас в Лиссабоне живет, из Минска, Кузнецов Леша. Ну, и видел меня такую фуражку эту, да? Да. С этим. Она же сделана настоящая. Ага. Там все вышивки и кокарды, это все сделано. И он написал Snoop Dogg'у, ну, рэперу американскому. Да. Ну, чтобы он, не хочет ли он приобрести себе вот такую фуражку и ссылку на мой Инстаграм. Ну, вот он ничего не решил, но зато запостил вот мою вот эту вот Венеру. Там столько шуба было, интересно. Ну, так интересно. А у вас, до речі, нема какой-нибудь маленькой копии? Ну, знаешь, вообще-то надо заниматься этой историей. Художник не может заниматься, знаешь, все. На Кипре есть то, чего нет в Минске, хотя население Кипра, оно примерно как в Минске. Як один Минск. Да. Здесь немного народа. Угу. Ну, она такой, немножко такая периферия, конечно, Европы. Но у нее есть свое лицо. Особенно мне нравятся в старом центре дома. Какие-то, или это греческие, может быть, в прошлом турецкие. Они немножко такие запущенные, но не очень милые. То есть вот там есть какая-то жизнь такая в них. И хочется там бывать. Вот, да, вот иногда хочется вот ощущение такого разношенного башмака, когда ты ногу раз, и тебе очень комфортно в нем. То есть, да? Вот. Ну, в Минске сейчас любят строить высотки, дорвались, то есть, как бы. Як ви лічыце, што варта было б пакінуць як, ну, как heritage, да, как спадчыну? А што вот трэба было б адназначна там бульдозерамі просто снесці, просто як рахавую пухліну выдаліць? Ну, смотрите, вот, да, вот это здание библиотеки, да, оно было смешное, ужасное, то есть. Но когда вы показываете это здание, вы понимаете, что это Минск. Пускай он такой, ну, уродливый такой, да, ну, к сожалению, да. То есть это Эйфелева башня Минска, понимаете, вот там, вот этот вот символ библиотеки. А потом после него появились такие здания еще, после которых, думаешь, библиотека уже не такая страшная. Он делается таким образом, да, что, что ничего толком-то не оставляя своим потомкам. То есть, вот интересно. Мне жалко было больницу, вот эту,
Это очень красивое здание, такое напротив оперного. Очень жалко. Я примерно видел, что в Вильнюсе с таким зданием такого рода сделали. Просто пипец. Но говорят о том, что его надо сносить, что больница – это здание, где вот лежали много больных, и она накапливает в себе вот эту хворь, вот даже в стенах, да, ее невозможно ничем, что она периодически должна... Вот. Но мне ее очень жалко, по архитектуре она была для Минска такое интересное здание. А ви напишіть у коментарях, які знесені будинки Менску вам шкода. До речі, до мене тільки зараз дійшло, що ваше прозвище Цеслер. Плотник. Так, але, Цесляр, криху просто переіначено, Ну да, так? да. Угу. Тільки зараз до мене дійшло. Это можно назвать самое белорусское блюдо? Я ні у кого не сустракав мочанку. Есть такое блюдо, оно называется капуста. Капуста. Да, называется капуста. Так. Оно доходит до Польши, оно выходит еще немножко в Литве, немножко в Северной Украине, в Чернигов 100%. Это не щи. Это делалось в чугунках, в печи. Оно довольно густое. Капуста, ребра, наверное, свиные. Свиные. Да. И оно такое, как второе, но оно, значит, все-таки это оно самое, наверное, ярчайшее. Оно еще есть в Брянске и в Смоленске, еще есть тоже, как бы называется, капуста. Вот. Это странное название, капуста, вот, казалось бы. Вот это очень интересно. То есть, как бы, да, там еще добавляется сметана, и оно томится в чугунке, но это не щи. До речі, про радзівілаўскую кухню чулі што-небудзь ці не? Яны смажылі вожыкаў, потым яны неяк запекалі вусныя губы лася у нейкім вішнёвым соусе. Што яшчэ памятаю? З хвостом бобра таксама штосьці рабілі. Ну, вообще, бобрятину я ел, то есть, да, как бы. Ну, его надо уметь готовить, конечно. Потом я вот неожиданно открыл для себя драники в еврейской кухне. То есть вот даже более того, на праздник делается, по-моему, Ханука. Обязательно. Я смотрел американские, значит, там поздравления. И там, евреи, два, черные евреи и белые, два человека. И они рассказывают, как надо делать эти блинчики картофельные. И они называли их, знаешь, как? Пляцкис. Почему пляцкис от польского пляцки? Пляцки из земляков это, тоже, то есть, да? Как бы на Хануку делаются яблоки, мед и вот печеное. Это обязательно. Потусить любите? Я думаю, что это не каждый человек не чужд, наверное. То есть, да, там как-то оторваться. Например, я в Минске заметил, что там собирается народ, да, вот, как бы у меня. Понимаю, да, холодно, и у меня посидеть, там что-то съесть. И приходят ребята там с гитарой, все классно все. И потом я вспоминаю, что я проснусь утром, подойду, будет гора немытой посуды, и будет, и я вдруг, давайте куда-нибудь сходим, да, и мы куда-то идем, и так, в общем-то, я остаюсь без утренней работы. Але я помыл увесь посуд. Потусивший у маэстро сегодня. Весь посуд я вымыл. Все, так что я очистил свою карму.